С именем Аллаха начинаем новое счастье. Мир тебе. Как поживаешь? Хорошо. Да благословит тебя Аллах. Рад знакомству. Спасибо большое. Это твой дом? Нет, не совсем. А кому он принадлежит? Абдул-Гафару. Абдул-Гафару? Я бедняк, то есть который постучался попросить о помощи. Конечно, чем я могу тебе помочь? Да благословит тебя Аллах. Меня устроит любая помощь. Так это ведь не твой дом, верно? Нет, этот дом принадлежит моему тестю. Твоему тестю? Да, иншаллах. А у тебя есть дом? Нет, хвала Аллаху. В один день и у меня будет, иншаллах. Уаэль, безработный, имеет долг, поддерживает семью, суданец. Хвала Аллаху. Так замечательно благодарить Всевышнего за все. Хвала Аллаху. А кем ты работаешь? Я подрядчик. Маша Аллах. Это значит, у тебя много денег? Пусть Всевышний благословит тебя. Как правило, подрядчики хорошо зарабатывают. Так и есть. Но как получилось, что у тебя нету дома? Да, но ты не волнуйся об этом. Прошу прощения за вопрос, но почему ты остаешься здесь? Клянусь Аллахом, я здесь из-за проблем, которые у меня есть. Давай зайдем в дом, пожалуйста, и заодно мы познакомимся. Кажется, ты проделал долгий путь. Выпьешь воды или еще что-нибудь. Да благословит тебя Аллах. Давай зайдем. Я не могу. То есть я поставлю тебя в неловкое положение. Я приду в другой раз, когда твое положение будет лучше. Мне кажется, твое положение сейчас хуже моего. Нет, хвала Аллаху, зайдем в дом. Клянусь, не могу. Мне неудобно. Все хорошо, не беспокойся. Многие люди помогут тебе, иншаллах. Прошу прощения, пусть Аллах наделит тебя. Прими мое предложение. Благодарю, но нет нужды. Будет не совсем красиво, если кто-нибудь увидит тебя на улице. Как будто мы тебе не рады. Добро пожаловать. Хорошо, я приду в следующий раз. А сейчас я поищу помощи где-нибудь еще. Ты из Сирии? Я из Эмиратов. Из Эмиратов и бедняк. Хвала Всевышнему. Мне не кажется, что ты бедняк. Аллах знает лучше. Знаешь почему? Каждый человек стремится попасть в Эмираты. Но ведь всякое может быть. И я не говорю, что у меня какие-то проблемы. Такое может случиться с любым. Потому что мусульмане знают, что могут быть испытаны. Всякое может случиться с любым человеком. Во всем есть благо. Хвала Аллаху. Мы не вечные в этом мире. Ты прав. Давай зайдем. Клянусь Аллахом, все будет хорошо. Ты хороший человек. Позволь мне показать тебе эту бумагу. То есть, не стоит? Зайдем в дом, пожалуйста. Все хорошо, клянусь Аллахом. Я знаю много хороших людей. Наверное, я и не в силах помочь тебе. Будь ты из Сирии, я бы сделал что-нибудь для тебя. Но ты из Эмиратов, и это большая проблема. Клянусь Аллахом, я не обманываю тебя. Если бы я мог помочь, то, несомненно, помог бы тебе. Я не могу оказать тебе финансовую помощь. Ты хороший человек, благодарю тебя. Мы все являемся хорошими. Ты прав. Ты должен пройти в дом. Клянусь, я решу этот вопрос. Да благословит тебя Аллах, предоставив помощь мне. Как ты собираешься решить свою проблему? В один день все закончится. Как давно ты оказался в беде? Клянусь Аллахом, не так уже давно. Наверное, у меня нет ничего предложить тебе, поэтому и делюсь этим. Когда у тебя начались проблемы? Примерно 2 года назад. Позволь мне оказать тебе маленькую помощь. Ты говоришь очень красиво. Эта маленькая помощь не стоит. Ты не должен мне ничего.
Ты мой гость. И не спорь со мной, пожалуйста. Ты мой гость. Позволь мне помочь тебе. Договорились? Прочти эту бумагу. Уэль. Мистер Абдуль-Гафар. Хорошо. Возьми это. Это твой возвратный чек. Ты отдал незаполненный чек. И по этой причине ты попал в беду. Верно. Этого я и боялся. Прошу прощения. Сумма, которую ты задолжал, полностью закрыта. Теперь ты можешь уходить из дома и чувствовать себя спокойно. Ты избегал людей 2 года. Я не убежал от проблем. Я задолжал некоторым людям и не мог вернуть долг. Даже мои дети. Много всего произошло. И я не знаю, кто ты. Можно я обниму тебя? Да, конечно. Все будет хорошо. Пусть Аллах благословит тебя и дарует награду. Здесь твой чек, мы доставили его от истца. И с этого момента этот чек твой. Твой долг закрыт. И сегодня ты можешь идти куда угодно. Также ты можешь получить еще 2 чека. И чувствовать себя как раньше, иншаллах. Подобно тому, как ты старался помочь мне. Господь миров помогает тебе. У хороших людей бывают плохие дни иногда. Дело не в этом. Просто я обрадовался, что у тебя нет проблем. У тебя богатая душа. Надеюсь, что мир полон людей, подобных тебе. Клянусь Аллахом. Добро в людях существует. Твое благородство выше этого. И я вижу это по твоим глазам. Хвала Всевышнему. Я избегаю своих детей. Они просто дети. Пусть Аллах защитит их. Их отец может подняться снова. Я хочу попросить тебя о маленьком одолжении. Мы собираемся восстановить одно здание и построить еще одно. Иншаллах, это будет твоя первая работа для детей. Да, я могу помочь вам с этим. Мы подготовим все документы, иншаллах, чтобы ты мог вернуться и работать подрядчиком. И это твоя первая работа после трудностей, которые ты перенес. И это уже решено. А как насчет тебя? Насчет меня? Клянусь Аллахом, сказанные тобой слова, мне достаточно этого. Когда ты сказал мне забыть о чеке. И все, что беспокоит тебя, это мои проблемы. Поверь мне, даже если и были какие-то проблемы, то они решены. У меня нет никаких проблем, поверь мне. Хвала Аллаху. У людей, подобных тебе, не будет проблем. Иногда мы сочувствуем тем, кто в беде. Когда кто-то говорит о своих проблемах, они не чувствуют себя хорошо. Ты прав. Однажды один знакомый сказал мне: сосредоточься на том, что ты можешь сделать, и не обращай внимания на остальное. С этого момента ты должен сфокусироваться на своей работе. Да, иншаллах. Я благодарю тебя, даже если ты не назовешь своего имени. Мое имя Уэйс. Я видел тебя в Египте и смотрел твои видео. Я знаю, чем ты занимаешься, свят Аллах. Я говорю это не потому, что ты сейчас здесь. Каждый раз, когда я смотрю тебя, я плачу. В мире есть кусочек нашего неба,
и ты живешь в этом кусочке неба. Понимаешь, о чем я? И кусочек этого неба – это благодать. Ты и есть настоящее чудо. И я не должен сейчас плакать. Это как бы проблема для нас в Судане. Я скажу тебе кое-что. Наверное, я заставил многих людей плакать. Но сейчас получилось так, что я плачу впервые. Хорошо, мне нужно идти. Позволь мне обнять тебя перед тем, как уйти. Пусть Всевышний воздаст тебе благом. Спасибо. Всех благ тебе. Ты знаешь, добро еще существует. Ты прав. Мы здесь, чтобы помогать друг другу. И я неописуемо счастлив сейчас. Такое чувство, что я освободился от многого. Даже чувствую себя выше ростом. Ты знаешь выражение, которое я всегда говорю в своей программе? Люди для людей. Добро существует. И это единственное, что я могу тебе сказать. Спасибо тебе большое. Прости меня. Надеюсь, мы встретимся еще. Я наблюдаю за вами по ТВ. У меня есть доступ к ТВ-каналам. Знаешь, я прятался от всего мира и сдерживал себя от того, чтобы покинуть Судан. Я был в более хороших условиях. Но вскоре произошла эта история. А теперь она решилась. Просто увидеть тебя. Может быть, мы снова увидимся. Клянусь Господом, с того момента, как я увидел тебя, я молился и делал дуа за тебя. Пусть Аллах воздаст тебе. Клянусь Аллахом, я желаю тебе того же. До твоего визита я просто проживал дни. А сейчас будто заново родился. Мы суровые, не так легко заставить плакать человека из Судана. Но ты видел мои слезы. Также мои ноги начали трястись. Я не должен плакать, но ты заставил меня плакать. Оставайся таким же. Внешность может быть обманчива. Дело не в одежде, которую ты носишь. Ты прав. Да благословит тебя Аллах. Спасибо тебе. Прости меня. Ты тоже прости меня. Пожалуйста, прости меня. То есть не то, чтобы я смотрел на тебя с сожалением. Я никогда не сужу людей. Просто я не знал, каким образом помочь тебе. Ты в нужде, и я в нужде. Мы оба в нужде. Ты знаешь, мы нуждаемся в таких людях. Клянусь Аллахом. Я нашел то, в чем ты нуждался. С миром. Прости меня. Видео озвучено каналом arabus.ru. Еще больше видео с моей озвучкой вы можете посмотреть у меня на канале.